Всем привет! И с вами снова я, не буду говорить, кто я, вы уже знаете. Сегодня у нас на обзоре Toyota Crown. Машина 9-го поколения. Полноразмерный седан класса люкс. Вообще. Это самая мощная машина, которая была у нас на обзоре. Но об этом позже. Давайте сначала перейдем к внешнему виду машины. Вообще, это 9-е поколение Toyota Crown. Отличается от 8-го, значительно отличается. То есть тот был квадратный такой, но очертания от старого, от предшественника есть. Если посмотреть спереди, есть напоминание, что она похожа на Mercedes тех годов, тоже примерно 90-х годов. Короче, это машина 94-го года выпуска, а выпускались с 91 по 95 именно это поколение. 141 кузов. Это на решетке корона означает представительский такой класс, что, типа это круто, социальный статус у вас должен быть высоко сидеть в такой машине. И если посмотреть сбоку, то модель немного уменьшилась в размерах от старого, там на 6 см, по-моему. Колесная база осталась той же. Очень большие двери. Очень такой большой седан. 4800 в длину. Почти 5 метров. Задница рубленная, как у всех кроунов. Это традиционный, традиционный зад. По комплектации может быть целая туча комплектаций. Там Royal Touring, там Royal салон, супер салон и так далее. Здесь я точно не могу сказать, потому что она была бита, поэтому багажник может быть от другой или шильдик от другой. Но пойдемте перейдем к двигателю. Палка это, болезнь Кроуна, то что эти подъемники нихуя не поднимают, и вот палка это, рулит, выруливает. В общем, тут 2,5-литровый 1GZ GE, 180 лошадиных сил, 24 клапана, 2 распредвала, ремень ГРМ тут стоит также. Клапана не гнет. Надежный миллион, вообще, по идее, мотор миллионник считается, очень надежный мотор. Он идет еще с давнейших там поколений, то есть в этом поколении отказались от чаргерных моторов, поэтому здесь только атмосферы. То есть 1G это двушка, 1GZ, как здесь 2.5, 2GZ, трешка и дизели там еще есть. Но это дерьмовые движки, конечно, дизелевые. Вообще, по болезни двигателя ничего сказать не могу, кроме того, как вот обычно меняют эти вот помпы, хуемпы, вот эту саму гидромуфту. Вот, а так в особенности двигатель так-то миллионник. Что сказать про вместимость салона? Тут можно вообще, даже думаю, не показывать, но я покажу. Смотрите, какой распахивается дверь. Смотрите, как можно садиться. Садитесь назад. О, блядь. Вот так вот сели. Вальяжненько вот так сели, подлокотничек, все, для ног места целая туча вообще. Можно расслабиться, сесть так, все, плыть, ебать, на корабле, нахуй. Вот. Сзади, вообще это машина для того, чтобы перевозить именно людей. Что сказать про подвеску? Вообще тут рамная конструкция, как на джипах. Это, кстати, последняя рамная конструкция на этих машинах. Дальше в 10-м поколении отказались от рам. То есть это очень мягкий такой автомобиль, очень крепкий. Главное следить за ходовой частью, чтобы она была вся в порядке, иначе он будет раскачиваться, как я хуй знает. Вы не будете ловить по дороге. Червячный механизм рулевого управления, не рейка, червяк очень такое валкое. Тяжело поймать машину. По кругу тормоза, диски, естественно. Это понятно. Вот. Багажник показать. Пойдемте посмотрим багажник. Багажник. Багажник опять-таки ставим в канистрочку нахуй. Вот так вот. Тут стоит газ. Это естественно, потому что жрет машина до ебажа. По городу 2,5 литра все-таки. Вот, 180 лосей. Это серьезно. Багажник, как видите, газ все заполнил. Багажник маленький, ни хера не положить ничего. Вот запаска так даже лежит. Вот. Такие дела. Сильно мараться не буду, так как, видите, не как приодет, ебаный рот. Давайте посмотрим спереди автомобиля. Собственно, место водителя. Собственно, вот такой салончик. Садиться сюда удобно, приятно. Можно расположиться, все под рукой. Все удобненько, все на кнопочках, всякие штучки, дрючки, Все как надо. В общем, давайте перейдем
ходовым испытаниям. И там все расскажем, покажем. Переходим к ходовым испытаниям, друзья, товарищи. Короче, тут еще руль регулируется по вылету и по, короче, наклону там туды-сюды. Вот. Коробка автомат 4-ступенчатая. Вот. Короче, трогаемся. Мы едем на этом корабле в дальнее плавание. Что-то, блядь, он... Вот, центральный замок сработал. Чего он так едет как-то странно? Что с ним? Переключайся, сука. Чего он не переключается? Ты на заглушке видишь? Нет? Нет, я еду на Д, но он, блядь, яро как-то вообще... Он не реагирует. О, блядь. Короче, вот он реагирует. В общем. Скажи, что в машине типа нет. Что? Ладно. Что сказать? В машине меня нету, блядь. Объясни, что в машине сидит. Скажи, два оператора. Короче, и что, зачем? Блядь, ну... Ладно. Короче, у нас целая туча в машине, целая банда, команда. Аббас, блядь. Вот. Короче, блядь, очень мягкая подвеска. Спереди двухрычажная, сзади независимая, тоже многорычажка. Управление валкое такое. Как штурвал корабля. Вот. Блядь, да что с ним такое? Я не могу понять с ним. Что-то с ним не то. Он, короче, едет странно. Ну вот, двигатель 2,5 литра. Самый такой нормальный вариант для этого автомобиля. Ему хватает. 2-литрового будет мало. Он будет жрать как коня, ехать ни хера не будет. 2,5 достаточно неплохо. Вот мы едем почти 80 км в час, вообще скорости не чувствуется. Едем как... Мы плывем. Самое главное тут следить за ходовой частью. Это самое такое. Чтобы вы не болтались по всей дороге, как прошмандовка, чтобы вас не улетяли в кюветы там и так далее. Просто надо ехать и следить за ходовкой. Короче, вот так надо ехать в Кроуне. Откидываешься сзади, сидишь и просто плывешь. Едем мы сегодня по своим делам, там мой особняк. Потом порешаем там вопросы. Вот. Короче, это вот Япония тех годов. В России ездили на Мерсах, а в Японии вот ездили на Кроунах. Вот такие дела. Короче, это реально представительский седан. Тут какая-то неполадка со свечами, походу, я так понимаю. Или с катушкой, может, какой-то. В общем, он немножко потраивает. Но, что сказать по минусам автомобиля? Конечно, он жрет... Сколько он жрет? 14 литров на 100 километров. Это в городе. На трассе, конечно, наверное, поменьше. Но, я думаю, это стоит того. Это очень комфортабельный седан на раме. Очень, кстати, безопасно будет с ним, наверное, впороться. Но для пассивной безопасности не очень. Поэтому, наверное, они убрали раму в скором времени. Вот. Это последний настоящий Кроун. Воу-воу-воу. Такое управление непривычное. Без рейки это очень слишком как-то не это. Оно, блядь, не управляется. Вот смотрите, какой руль. И он вообще не хочет рулиться. Очень валкий. Да ебать нахуй. Это он стреляет сейчас только что из глушителя или мне показалось? Стреляет? Сука, он жестко стреляет. Бах! Короче. Сильно не гони. Так я не гоню, он стреляет. Подведем итог этого автомобиля. Собственно, машина очень комфортная. Класс люкс, полноценный люкс. Больших размеров, хорошей комфортной подвеской. И вообще всем электропакетом и так далее. В общем, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, подписывайтесь в группу ВКонтакте. Ссылка будет в описании. И все. Машина на продаже также. Ссылка тоже будет в описании. Все. Всем пока. Сука. Тормоза. Тормоза.